Добрый вечер. В эфире «Вести Чувашия», в студии Елена Михайлова. Сегодня в России отмечается День защитника Отечества. Для многих 23 февраля остается мужским праздником, но все же это особый день для представителей и ветеранов вооруженных сил и других структур, обеспечивающих безопасность нашей страны. Своим праздником его по праву считают и те, кто сегодня только готовится к военной карьере. Сегодня гость нашей студии – директор Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Александра Кочетова Николай Жуков. Николай Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Мы поздравляем вас с праздником, ну и, конечно, поздравляем с возвращением в кадетский корпус. Спасибо большое. Я тоже рад возвращению. Спасибо за поздравления. Будем надеяться, что будущее Чувашского кадетского корпуса будет успешным, будет продуктивным. И Чувашский кадетский корпус с помощью работы педагогического коллектива, коллектива офицеров-воспитателей, наших технических специалистов будет процветать, будет развиваться и стратегически займет нужное и ключевое место в патриотическом воспитании ребят не только республики, но и соседних регионов. Скажите, а сколько сегодня в стенах кадетского корпуса обучаются детей? И все ли это дети нашего региона? Кадетский корпус рассчитан на пребывание, круглосуточное пребывание в нем детей в количестве 400 человек. На данный момент в корпусе обучается 359 детей. Из них 28 ребят из других регионов нашей страны. У нас довольно богатая география, и она расширилась в прошлом году по итогам приема. У нас ребята обучаются из города Москвы, Московской области, Нижегородской области, город Нижний Новгород, город Йошкар-Ола, Марийская республика, Мордовская республика, Ульяновская область. География ширится. Замечательные ребята, которые летом приступили к обучению в стенах Чувашского кадетского корпуса, замечательно осваивают программу. И я считаю, это большой плюс, в том числе и для ребят города Чебоксар и из нашей республики, потому что есть прекрасная возможность не просто общаться со своими одноклассниками, своими ровесниками, которые живут рядом с тобой, но и потрясающая возможность обмениваться информацией, опытом, да, с ребятами, которые приехали из других регионов. Это, конечно, очень здорово. Это задает такую очень положительную атмосферу единения, атмосферу кадетского братства уже не только в масштабах Чувашской республики, но и в масштабах, по сути, нашей страны. А чем, на ваш взгляд, обусловлен такой высокий конкурс? В свете последних событий, которые происходят в нашей стране, вокруг нашей страны, безусловно, возрастает роль людей, которые сейчас осуществляют защиту наших рубежей, рубежей нашей Родины, которые защищают нашу страну. Призвание офицер всегда пользовалось большим уважением в нашей стране, ни для кого не секрет, но сейчас быть офицером – это быть больше, чем профессионалом в военном деле. Это означает быть настоящим патриотом, гражданином своей Родины, человеком, который готов защищать свою страну как на передовой, так и в тылу, человеком, который готов посвятить всю свою жизнь защите Отечества. И наш президент Владимир Владимирович Путин, и глава республики Олег Алексеевич Николаев делают практически на регулярной основе акцента на то, что сегодня защищать Родину – это не просто профессия, а это настоящий долг всех истинных патриотов нашей страны. И, безусловно, интерес к военной профессии у ребят, которые сейчас учатся на примерах тех офицеров, тех солдат, и даже своих пап, которые сейчас у нас в рамках частичной мобилизации выполняют свой воинский долг в рамках проведения специальной военной операции. На этих примерах ребята учатся, они видят реальные примеры перед собой. Ну и, конечно, это вдохновляет их выбрать для себя даже не профессию, а настоящую стезю дела жизни в плане получения военной специальности. И все они искренне желают, и вот эта атмосфера очень чувствуется в последнее время. Я очень рад этому, потому что ребята действительно, они хотят быть офицерами, они хотят служить Родине. И это здорово, вот что такой общий порыв такого
внутреннего призыва к служению Родине, он отражается в том числе и на том, что интерес к Чувашскому кадетскому корпусу и вообще к корпусам Приволжского федерального округа растет. А чем отличается расписание в кадетском корпусе от обычной школы? Расписание в Чувашском кадетском корпусе отличается, конечно, очень существенно. В отличие от обычной общеобразовательной школы, дети у нас пребывают 24 часа в сутки с понедельника по пятницу, а некоторые ребята проживают на постоянной основе, за исключением каникулярного периода. У нас есть распорядок дня. Распорядок дня формируется, исходя из возрастных и психологических особенностей детей младшего школьного возраста, среднего школьного возраста и старшего школьного возраста. И предполагает, во-первых, более ответственное отношение самого ученика к своим обязанностям, так как ребятам приходится готовиться к урокам, выполнять домашние задания в стенах конкурса в рамках самоподготовки. В кадетском корпусе есть специальные военные дисциплины, основы военной службы, строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка. Ребята изучают уставы, ребята изучают основные вооружения, ребята занимаются подготовкой к стрельбам, ребята участвуют в различных соревнованиях военно-патриотической направленности. Ну вот все это, соответственно, налагает свой след на распорядок дня. Это, безусловно, полная подготовка к будущей военной службе, и ребята уже привыкают с самого юного возраста, практически с 12 лет, если мы говорим о пятиклассниках, к условиям пребывания в казарме, к жесткой дисциплине и к требованиям, которые предъявляются к распорядку дня. Все строго нормировано, подъем 6:00, отбой 22:00, все в свое время, уроки, дополнительное образование, кружки, самоподготовка, строевая подготовка и так далее. Все регламентировано. И питание 5 раз в день по расписанию. То есть такой режим и для мальчиков, и для девочек? Для всех абсолютно в кадетском корпусе. Мы не делаем исключений ни для кого. На данный момент в корпусе обучается 58 девочек. Для них никаких исключений абсолютно не делается. Все кадеты равны, все готовятся к будущему служению Отечеству. Николай Алексеевич, шефами Чувашского кадетского корпуса являются Сызранский филиал учебно-научного центра военно-воздушной академии Жуковского и Гагарина и 2 воинские части. Как часто навещают шефы и как встраиваются в учебный процесс? Наше сотрудничество с военными вузами, училищами и воинскими частями, оно, конечно, более широкое. Буквально на прошлой неделе мы принимали гостей из Пензенского артиллерийского института, мы принимали гостей из Сызранского вертолетного училища. Мы сейчас стараемся выстроить системную подготовку, профориентационную подготовку наших будущих выпускников, где бы в единой системе сочетали в себе следующие элементы. Это приезд, и не просто приезд, не просто профориентационные беседы наших шефов с нашими кадетами, но и определенные занятия с будущими офицерами, с кадетами. Затем мы планируем уже этой весной осуществить ряд выездов в близлежащие регионы с целью посещения и ознакомления с жизнью и воинских частей, и училищ и институтов. Также мы планируем привлечь к работе с нашими кадетами, в том числе педагогов, которые работают в училищах и военных институтах. И плюс к этому мы выстраиваем сейчас систему выездов наших кадет не только с целью изучения того, как живет то или иное училище, но и в том числе профориентационные выезды кадет по местам боевой славы для того, чтобы кадеты прониклись в том числе этим духом наших великих исторических побед, и чтобы вот это настроение их, которое создается такими поездками, помогало бы им продолжать мотивированно и с большим желанием готовиться к будущей учебе и к будущей службе. А куда потом поступают ваши выпускники?
Ну, география на самом деле довольно-таки широкая. Как правило, это военные вузы и училища, но есть и у нас ряд выпускников, которые выбирают для себя не сугубо военные специальности, но смежные специальности, то есть это в том числе вузы, которые ведут подготовку будущих офицеров Росгвардии, это юридические вузы, куда тоже наши выпускники успешно поступают. Некоторые ученики остаются учиться здесь, на родине, и поступают в наши вузы Чувашской Республики. Но все-таки мы делаем акцент, и эта задача перед нами сейчас поставлена главой Чувашской Республики. Задача понятная, ясная. Мы имеем четкий план, как сейчас ее реализовать. Наша задача довести поступление наших выпускников, стопроцентное поступление в военные вузы и училища. Анонсированная президентом страны реформа высшего образования, на ваш взгляд, она повлияет на подготовку будущих защитников Отечества? С большой отрадой я наблюдал, слушал послание президента нашей страны и отметил для себя очень важные моменты, ведь это непростой год. 2023 год объявлен президентом Российской Федерации годом педагога и наставника. А педагог, наставник — это даже нечто большее, чем простой учитель или преподаватель. Это более широкие компетенции, это более высокий уровень профессионализма. И вот в рамках этого года совершенно органично прозвучали те акценты, которые президент делает в плане реформы не только высшего образования, но и образования в целом, с акцентом на единство подходов в обучении и воспитании, с акцентом на выстраивание нашей независимой национальной системы образования, с возвратом к лучшему опыту советской школы образования, с тем, что высшее образование сейчас возвращается к нашим принципиальным образовательным ценностям. Прозвучало предложение об увеличении срока обучения в вузах страны с 4 до 6 лет, что, на мой взгляд, тоже совершенно верно и правильно с точки зрения подготовки настоящих профессионалов уже на выходе из высшего учебного заведения. Ну и, конечно, новые федеральные государственные образовательные стандарты 3-го поколения, которые начали работать в нашей стране с 1 сентября 2022 года с акцентом на воспитание, на воспитательную составляющую, с акцентом на патриотическое воспитание. Все это, безусловно, те тренды и направления государственной политики, которые отзываются в душе педагогического сообщества только с положительной стороны. И я уверен, что мы, педагогическое сообщество, Министерство образования и молодежной политики, директора школ, педагоги с большим энтузиазмом воспринимаем вот эти новые веяния в системе образования, ну и готовы выполнять приказ главнокомандующего. Николай Алексеевич, спасибо большое, что нашли время и ответили на наши вопросы. С вашего позволения, позвольте поздравить всех с Днем Защитника Отечества, с 23 февраля. Я уверен, нас ждет большое, великое, светлое будущее.